Саламатсыздар ма, құрметті депутаттар мен шақырылғандар, жұмысымызды бастайық. Қазақстан Республикасы парламентінің қарауына Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан 2023-2025 жылдарға арналған кепілдендірілген трансфер туралы республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, Астана бюджеттері арасындағы 2023-2025 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы және 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заң жобалары енгізілді. Бүгін осы заң жобаларының әзірлеушілері таныстырылым өткізеді. Заң жобалары бойынша жұмыс тобының жетекшісі депутат Анатолий Васильевич Бойчин. Біздің отырысқа Қазақстан Республикасының қаржы вице-министрі Савельева Татьяна Михайловна, ұлттық экономика вице-министрі Әмірин Азамат Кемеңгерұлы, республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшесі Энгель Юлия Федоровна және мемлекеттік органдардың өкілдері қатысып отыр. Жұмысымызды келесі форматын ұсынамын. Алдымен заң жобалары туралы баяндамаларды тыңдайық. Кейін сұрақ жауаптарға көшейік. Баяндамашыларға 7-10 минут дейін уақыт берсек, ал сұрақ жауаптарға 2-3 минуттен берсек. Сонымен кездесудің жалпы уақыты 1,5 сағатты құрайды. Уважаемые коллеги, чтобы уложиться по времени, прошу всех выступающих придерживаться объявленного регламента. То есть мы даем 7-10 минут на доклады для докладчиков и 2-3 минуты на вопросы, чтобы уложиться в 1,5 часа. Коллеги, согласны за 1,5 часа завершить нашу работу? Рахмет. Спасибо. Қарсылық жоқ болса, онда жұмысымызды бастайық. Бірінші сөз 2023-2027 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық даму болжамы, бюджеттің кіріс бөлігі бойынша және Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан 2023-2025 жылдарға арналған кепілдендірілген трансфер туралы және республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, Астана бюджеттері арасындағы 2023-2025 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы заң жобалары бойынша баяндама жасау үшін ұлттық экономика вице-министрі Азамат Кемеңгерұлы Әміринға беріледі. Сізге сөз, Азамат Кемеңгерұлы. Құрметті Марат Апсиметұлы, құрметті депутаттар, сіздердің қарауларыңызға елдің 2023-2027 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық даму болжамының жобасы және Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан 2023-2025 жылдарға арналған кепілдендірілген трансфер туралы Қазақстан Республикасы заң жобасы енгізіледі. Елдің әлеуметтік экономикалық дамуының әзірленген болжамы туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Первое. Прогноз сформирован с учетом итоговых данных по росту экономики в 2021 году, ожиданию международных финансовых организаций по росту мировой экономики и ценам на экспортные товары. Так, согласно консенсус-прогнозу международных финансовых организаций, мировая цена на нефть в 2022 году ожидается на уровне $104,2 США за баррель. Рост мировой экономики в 2023 году составит 3%. В зависимости от изменений внешних и внутренних параметров разработаны 3 сценария развития экономики на 2023-2027 годы. Это базовый, оптимистический и пессимистический. При базовом сценарии предлагается использовать среднюю цену на нефть на уровне $85 за баррель и расчетный курс доллара США на уровне 470 тенге. Среднегодовой реальный рост ВВП по данному сценарию составит 3,9%. Инфляция во всех сценариях определена в 2023 году на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году на уровне 4,5% с последующим снижением в 2025-2027 годах до 3-4%. Согласно базовому сценарию, реальный рост ВВП ускорится с 4% в 2023 году до 4,2% в 2027 году. Номинальный ВВП вырастет со 127 триллионов тенге до 176 триллионов тенге.
ожидается положительный рост во всех базовых отраслях экономики. Так, среднегодовые темпы роста промышленности составят 3,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности 3,5%, в горнодобывающей промышленности 2,9%. Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства составит 3,9%. Прогнозируемый рост строительной отрасли в среднем составит 3,8%, торговли 5,7%. Добыча нефти в 2023 году 92,6 миллионов тонн, с увеличением в 2027 году до 99,9 миллионов тонн. По прогнозам Национального банка, экспорт увеличится с 89 миллиардов долларов США до 84 миллиардов долларов, импорт с 45,7 миллиардов до 53,5 миллиардов долларов США. Основным лейтмотивом при формировании параметров республиканского бюджета и Национального фонда на следующую трехлетку стала реализация поставленных главой государства задач по обеспечению концепции бережливой политики. Так, параметры республиканского бюджета на 2023-2025 годы определены с учетом ориентации бюджетной политики на генерирование новых источников пополнения доходной базы и концентрацию бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития. Также имплементированы принятые нововведения по внедрению расширенного консолидированного бюджета и отчета о бюджетных рисках и о долгосрочной устойчивости государственных финансов. Разработана концепция управления госфинансами до 2030 года, которая определила подходы по дальнейшему развитию системы госфинансов. Доходы республиканского бюджета в 2023 году по прогнозам составят 13,9 триллионов тенге на уровне 11,5% ВВП с ростом от уточненного плана текущего года на 37%. В плановом периоде ожидается рост к 2025 году до 16,3 триллионов тенге. Дополнительные поступления в республиканский бюджет обеспечиваются за счет принимаемых мер правительства по расширению доходной базы, улучшению налогового администрирования и снижению доли теневой экономики. Так, основной прирост доходов будет обеспечен за счет увеличения темпов развития экономики, изменения в налоговом законодательстве, это увеличение ставок акцизов, ставок на НДПИ, отмены льгот по дивидендам, ставок на цифрование и другие, и улучшение администрирования и цифровизации. В целом, с учетом этого, доля собственных средств бюджета увеличится в трехлетнем периоде с 70% в 2023 году до 75% в 2025 году. Таким образом, в плановом периоде сокращается доля трансфертов из насхода и дефицита в параметрах республиканского бюджета с 40% в 2022 году до 25% в 2025 году. Расходы республиканского бюджета прогнозируются с постепенным увеличением с 21 триллиона в 2023 году до 22,7 триллионов тенге в 2025 году. По отношению к ВВП прогнозируется их снижение с 17,4 до 15,5% к 2025 году. В целом, применение контрциклического бюджетного правила обеспечит стабилизацию темпа роста расходов республиканского бюджета в плановом периоде на уровне 16,4%. В рамках данного лимита обеспечивается концентрация расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития. Так, доля расходов республиканского бюджета на реализацию стратегических направлений по проекту достигнет 60% от общего объема расходов, за исключением расходов постоянного характера. Таким образом, выполняется поручение главы государства по подчинению бюджетных расходов национальным приоритетам в системе государственного планирования. На реализацию мероприятия плана антикризисных мер правительства на 2022 год и социально значимых проектов национального масштаба по решению главы государства планируется привлечение целевого трансферта из Нацфонда в объеме 1 триллион тенге в 2023 году и 400 миллиардов тенге в 2024 году. О конкретных направлениях целевого трансферта доложит мой коллега Татьяна Михайловна. С учетом принимаемых мер по усилению реалистичности бюджетных параметров, дефицит бюджета в 2023 году предлагается определить на уровне 2,7% ВВП со снижением в 2025 году до 2,5% ВВП. Уровень ненефтяного дефицита прогнозируется со снижением с 6,8% ВВП в 2023 году до 5,3% ВВП в 2025 году. В прошлом году в реализации поручения главы государства приняты меры по интеграции в консолидированный бюджет средств двух внебюджетных фондов. Это фонда социально-медицинского страхования и государственного фонда социального страхования. В связи с этим, с учетом средств данных фондов, консолидированный баланс прогнозируется в 2023 году с положительным сальдо на уровне 0,7% ВВП с дальнейшим увеличением до 2,2% ВВП к 2025 году. В этом году, с учетом принятых поправок в бюджетный кодекс, в составе материалов проекту закона о республиканском бюджете на трехлетний период в парламент Республики Казахстан и счетный комитет впервые внесен аналитический отчет о бюджетных рисках и о долгосрочной устойчивости государственных финансов. Отчет о бюджетных рисках, согласно общепринятой мировой практике, служит диагностическим инструментом выявления и оценки подверженности экономик внешним макроэкономическим рискам и их влияния на бюджетные позиции Казахстана.
Сондай-ақ ұлттық қорынан 2023-2025 жылдарға арналған кепілдендірілген трансфер туралы заң жобасы туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Заң жобасы бюджет кодексінің жаңа талаптарын ескере отырып әзірленді. Объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом. Они определены с учетом цены отсечения на нефть и по прогнозам не будут превышать объем поступающих в Нацфонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора. Так, законопроектом установлена цена отсечения на уровне $48,9 США за баррель в 2023 году, 42 в 2024, 43 в 2025 годах. С учетом этого, для восстановления сбалансированности государственных финансов размер гарантийного трансферта определен в объеме 2,2 триллиона тенге с дальнейшим сокращением до 2 триллионов в 2024 году и до 1,9 триллиона в 2025 году. Применение правил в плановом периоде будет способствовать восстановлению валютных активов Нацфонда в 2023 году до 66,7 миллиардов долларов США с дальнейшим их ростом до 93,2 миллиардов тенге. Біздің болжамдарың бойынша ұлттық қордан ақша алудың жоғары шегін белгілеу және орта мерзімде кезеңге шығыстарын өсу қарқыны фискалдық тәртіпті арттыруға және ұлттық қордан жинақтау функциясын күшейтуге мүмкіндік береді. Заң жобасы қабылдау ұлттық қордың тұрақтандыру функциясын іске асыруға мүмкіндік береді. Құрметті Марат Апсиметұлы, құрметті депутаттар, жалпы сіздердің қарауларыңызға ұсынылған елдің әлеуметтік экономикалық даму болжамының параметрлері, сондай-ақ бюджет пен ұлттық қордың болжамды параметрлерді теңдестірілген және экономиканың үдемелі орнықты өсуін қамтамасыз ету үшін әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерді қалпына келтіруге және тұрақтандыруға бағытталған. Сонымен қатар, бүгін сіздердің қарауларыңызға субвенциялар мен алып қоюлардың көлемін бекітуді көздейтін республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, Астана бюджеттері арасындағы 23-25 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы Қазақстан Республикасының заңының жобасы енгізіледі. Заң жобасы әкімшілік аумақтық құрылымды, оның ішінде 3 жаңа облысты қайта құру жағдайында, сондай-ақ мемлекеттік басшысының бюджет аралық қатынастарды кешенді реформалау жөніндегі қаңтардағы тапсырмаларында қойған міндеттерін ескере отырып әзірленді. Ағымдағы жылы бюджет аралық қатынастар жүйесін жетілдіру бойынша тәсілдер әзірленді. Мүдделі тараптармен депутаттық корпуспен бір қатар талқылаулар өткізілді. Мемлекет басшысының реформаларды екі кезеңде жүзеге асыруды мақұлдады. Новые трехлетние трансферты общего характера рассчитаны с учетом новых подходов и направлены на решение основных задач, поставленных перед правительством, в том числе по расширению финансовой самостоятельности регионов, выравниванию доступности социальных благ и государственных услуг для населения, а также по постепенному сокращению объемов трансфертов между центром и регионом. Первое. Прогнозы доходов местных бюджетов при определении трансфертов общего характера рассчитаны на основе обновленной методики. Особенность заключается в том, что при прогнозировании доходов разными методами применяется тот сценарий, при котором складывается максимальный прогноз по доходам. Помимо этого учтен налоговый потенциал регионов, исходя из среднего темпа роста за последние 3 года, который сложился в среднем на уровне 119%. А также учтены дополнительные поступления по индивидуальному подоходному и социальным налогам по увеличению заработных плат работников в бюджетной сферы в среднем на 25%. Правительством и в нынешней трехлетке продолжена практика по передаче региону дополнительных поступлений в объеме порядка 300 миллиардов тенге. У нас имеется положительная практика передачи КПН. У нас перевыполнение только по итогам прошлого года составило 78%. Дополнительный импульс даст завершение в этом году налоговых каникул, которые мы представили в предыдущем трехлетнем периоде. Таким образом, прогноз доходов местных бюджетов по нашей оценке реален. Средний темп роста доходов от оценки текущего года составит 111,8%. По прогнозам, доходы регионов возрастут с 4,3 триллионов тенге в 2022 году до 6,1 триллиона тенге в 2025 году. Второе. В рамках первого этапа реформирования начата работа по постепенному сокращению встречных трансфертов между уровнями бюджетов. Во-первых, в базу местных бюджетов передаются целевые текущие трансферты с сохранением их целевого назначения. В 2023 году это 2,8 триллионов тенге, в 2024 году 3,2 триллиона тенге и в 2025 году 3,6 триллионов тенге. Основная доля передаваемых трансфертов – это трансферты на реализацию инициатив по повышению труда педагогов, выделяемых из республиканского бюджета в период действия трехлетних трансфертов общего характера. Кроме того, в базу переданы расходы, связанные с преимущественно с представлением мер государственной поддержки, такие как субсидирование ПК и другие расходы.
Передача данных расходов регионов позволит значительно повысить самостоятельность местных органов, качество планирования местных бюджетов и обеспечить своевременное доведение до получателей бюджетных средств за счет упрощения бюджетных процедур. Вместе с тем, для недопущения отвлечения регионов бюджетных средств на неприоритетные направления и обеспечения целевой направленности передаваемых трансфертов, проекту закона предлагается утвердить минимальные объемы бюджетных средств по отдельным направлениям расходов местных бюджетов. Во-вторых, при подготовке законопроекта также стояла задача по снижению объемов бюджетных изъятий для регионов-доноров. Как вы знаете, глава государства в январском выступлении озвучил об отставании доноров в социально-экономическом развитии от других регионов. Для этого в расчетах применены специальные повышающие коэффициенты, что позволит повысить прогноз расходов регионов-доноров, снизить изъятие и оставить в распоряжении регионов-доноров средства на сохранение темпов развития вместо получаемых ежегодных целевых трансфертов. Это позволит снизить долю изъятий в собственных доходах с 30 до 20%. В целом, от реализации принимаемых мер зависимость местных бюджетов от трансфертов из республиканского бюджета снизится с 56% до 52%. Третье. В качестве расчетной базы использован фактически сложивший уровень текущих расходов каждого региона. К базе применены отраслевые коэффициенты, которые обосновывают различия между социально-экономическим состоянием регионов и позволят объективно учитывать расходы местных бюджетов с учетом региональной специфики. Данные коэффициенты рассчитаны согласно методикам, разрабатываемым и утверждаемым отраслевыми министерствами. Это позволило увеличить прогноз текущих затрат в среднем на 1,1 триллион тенге. С учетом этого определены 3 региона-донора. Это города Нур-Султан, Алматы и Атырасская область, по которым бюджетные изъятия определены в следующих объемах. В 2023 году это 438 миллиардов тенге, в 2024 году 484 миллиарда тенге и в 2025 году 523 миллиарда тенге. По остальным 17 регионам объемы бюджетных субвенций составили в 2023 году 4,9 триллионов тенге, в 2024 году 5,2 триллиона тенге и в 2025 году 5,7 триллионов тенге. Құрметті Марат Әбсеметұлы, құрметті депутаттар, сіздердің қарауыңызға ұсынылған заң жобасының негізгі бағыттары осындай. Ол өңірлердің ерекшелерін, экономикалық белсенділік деңгейін ескере отырып әзірленді және мемлекеттік басшысының қойылған міндеттерін іске асыруға бағытталған. Назарларыңызға рахмет, қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет, Азамат Кемеңгерұлы, орныңызға отырыңыз. Келесі баяндама 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасы бойынша сөз қаржы вице-министрі Татьяна Михайловна Савельеваға беріледі. Вам слово, Татьяна Михайловна. Спасибо большое. Құрметті Марат Әбсеметұлы, құрметті депутаттар, сіздің қарауыңызға 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасы енгізілді. Заң жобасы 2027 жылға дейінгі елдің даму болжамы негізінде жасалды. Осы жылы жоба бюджет кодексінің соңғы өзгерісін ескеріп дайындалды. Бюджет жобасы аясында қолданған бюджет заңындағы басты өзгерістен айтайын. Во-первых, это гарантированный трансфер на 23-25 годы. Запланировано в размере, не превышающем объем поступлений в Национальный фонд от организации нефтяного сектора при цене отсечения. Цена отсечения используемая для расчета максимально возможного объема гарантированного трансферта из Национального фонда составляет $48,9 США за баррель. В результате максимально возможный размер гарантированного трансферта составляет 2 триллиона 393 миллиарда. В проекте бюджета предусмотрено 2,2 триллиона. Второе. Темпы роста расходов республиканского бюджета определены в объеме, не превышающем средний уровень долгосрочного экономического роста с учетом целей по инфляции. При определении предельного объема расходов используется номинальный рост экономики за последние 10 лет и средний уровень инфляции на планируемый период. Предельный объем расходов на 2023 год по такому расчету составляет 21 триллион 4 миллиарда. В проекте бюджета предусмотрено 21 триллион 3 миллиарда тенге. Практически мы в эту сумму ровно и вошли. Аналогичный подход сохранен и по следующим 2 годам. Третье. Дефицит бюджета планируется со значительным снижением по отношению к ВВП с 3,3% в текущем году до 2,5% в 2025 году. Это соответствует ограничению по постепенному снижению размера дефицита до 2% к 2030 году, предусмотренному в проекте концепции управления государственными финансами.
Четвертое. В проект закона включены новые приложения. Аналитический отчет о бюджетных рисках и долгосрочной устойчивости госфинансов, прогноз поступлений и расходов Государственного фонда соцстрахования и Фонда социального медицинского страхования. Поступление республиканского бюджета на 2023 год составит 17,8 триллиона тенге с увеличением к плану текущего года на 2 триллиона. Доля нефтяных поступлений постепенно снижается. В текущем году она составляет 40,2%, и к 2025 году практически в 2 раза будет снижена до 21,8%. В 2023 году поступления от нефтяного сектора составляют 5 триллионов с уменьшением на 1,4 триллиона и в дальнейшем также будут снижаться. Теперь конкретно про нефтяные поступления. Это у нас гарантированный трансферт в 2023 году, который составит 2,2 триллиона тенге. Целевой трансферт из Национального фонда на следующий год определен в размере 1 триллиона и 400 миллиардов на 2024 год. На 2025 год не планируется. В прошлом году со стороны Счетного комитета администрации президента были озвучены замечания по направлению целевого трансферта из Национального фонда на текущие мероприятия бюджета. Это при отчете обсуждалось. В связи с чем в рамках трехлетнего бюджета были пересмотрены направления расходов, планируемые за счет целевого трансферта из Нацфонда. В результате эти средства будут направлены в первую очередь на реализацию национального проекта «Комфортная школа», на выплату компенсации по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте, и реализацию важных инфраструктурных проектов газотранспортной и транспортной системы водоснабжения. Детальную информацию по распределению средств Нацфонда мы приложили к пояснительной записке. Если возникнут вопросы, мы еще подробно разберем. Доля ненефтяных поступлений предусмотрена с ростом с 59,8 в 2022 году до 78,2 в 2025 году. В абсолютном выражении в следующем году ненефтяные поступления планируются в объеме 12,8 триллионов с увеличением на 3,4 триллиона тенге к уточненному плану текущего года, с ростом на 36%. Увеличение объема доходов от ненефтяного сектора свидетельствует о постепенном снижении зависимости бюджета от нефти. В целом доходы без учета трансфертов на 2023 год планируются в объеме 13,9 триллиона или 78,1% от общей суммы поступлений. Наибольшую долю занимают налоговые поступления, КПН, НДС, налоги на международную торговлю. Пофакторный анализ изменения объемов дохода бюджета также представлен подробно в пояснительной записке. Детальное рассмотрение всех факторов, условий увеличения доходной части предлагается рассмотреть, Марат Алексеевич, на соответствующем заседании 13-го, которое запланировано рабочей группой. Что касается сбалансированного территориального развития. Для усиления экономических стимулов акимов, расширения их финансовой самостоятельности, ответственности в решении вопросов социально-экономического развития своих регионов осуществлена передача всех текущих трансфертов из республиканского бюджета в базу местных бюджетов. И в целом переданы расходы в общей сумме 9,5 триллионов за 3 года, в том числе в 2023 году 2,8 триллиона тенге. Расходы в виде целевых трансфертов на развитие в трехлетнем периоде составляют 3,3 триллиона, из них 1,1 триллион в 2023 году. В целом, в следующем году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено с учетом субвенций 6 триллионов. Это порядка 29% от всех расходов республиканского бюджета. Расходы в 2023 году планируются в объеме 21 триллион с увеличением на 2,2 триллиона к плану текущего года. Соотношение текущих расходов и расходов на развитие напрямую связано с большим акцентом на социальную сферу. Текущие расходы бюджета определены на уровне 19,4 триллиона. Это составляет 92,4% от общего объема расходов на следующий год. Объем бюджета развития планируется в сумме 1,6 триллиона или 7,6% к общему объему расходов. Структура расходов проекта бюджета изменилась.
По всем направлениям республиканского бюджета практически планируется снижение расходов администраторов с увеличением общегосударственных расходов. Это связано, как было указано выше, с передачей всех целевых текущих трансфертов в базу местных бюджетов. При этом отраслевая направленность переданных трансфертов сохраняется. В связи с чем расходы по отраслям бюджета в презентационных материалах отражены с учетом данных трансфертов, чтобы больше была видна вся картинка. На социальную сферу с учетом трансфертов общего характера предусмотрено 10,4 триллиона в 2023 году, с увеличением на 1,8 триллиона к плану текущего года. Рост расходов связан с ежегодной индексацией и увеличением контингента получателей пенсий и пособий, с повышением заработной платы педагогов, врачей, медицинских работников, гражданских служащих и реализацией нацпроекта «Комфортная школа». Расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики запланированы на 2023 год в сумме 2,4 триллиона. Приоритетами данного направления являются развитие обрабатывающей промышленности, реализация продолжающихся инфраструктурных проектов в регионах, развитие, поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса, развитие транспортной и газотранспортной системы. Расходы силовых структур планируются в объеме 2,3 триллиона на 2023 год. Детальная информация по мероприятиям и расходам, включен в проект бюджета, представлена также в составе пояснительной записки к законопроекту. Подробно также предлагаем на отдельном заседании по каждому направлению расходов рассмотреть. В презентационных материалах мы постарались подробно. Вся ключевая информация представлена, имеется у вас на руках, уважаемые депутаты. Таковы основные параметры проекта республиканского бюджета. В целом он был сбалансирован, сформирован с учетом задач, поставленных главой государства и системы госпланирования. Уважаемые депутаты, на открытии сессии парламента глава государства выступил с ежегодным посланием народу Казахстана. И в настоящее время Министерство финансов совместно с администраторами бюджетных программ уже приступило к детальной проработке каждого направления. И в целом видение по механизмам финансирования следующее. Первое. Мероприятия, послания, которые имеют высокую степень проработки, они уже нашли отражение в проекте бюджета. Это «Комфортная школа». Проект разработан, находится на согласовании. На его реализацию предусмотрено в целом на 3 года 2,6 триллиона тенге. Пилотный проект в области сельского хозяйства по повышению доходов населения. Он был успешно реализован в 2019 году в Жамбылской области. Для его поэтапного масштабирования в проекте бюджета заложено на 3 года 117 миллиардов тенге. В целях доведения к 2025 году доли местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95%, расходы предусмотрены местным исполнительным органам в рамках трансфертов общего характера. Второй блок мероприятий, который находится на стадии проработки механизмов, разработки нормативно-правовой основы. Это национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», последовательное доведение минимального базового ставки пенсии до 70%, увеличение периода выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет, повышение выплат по потере работы до 45% от среднемесячного дохода, обеспечение 100 тысяч молодых казахстанцев различными мерами занятости и ряд других. На их реализацию средства предусмотрены в резерве на инициативы главы государства и в резерве правительства. Уважаемые депутаты, в ходе формирования проекта бюджета и с учетом значительных ограничений с администраторами проходили обсуждения по максимально эффективному использованию средств, включению в бюджет только ключевых приоритетов и необходимости завершения уже начатых проектов. Ну, вместе с тем, на заседаниях рабочей группы комитетов мы готовы обсудить все ваши предложения, предоставить всю интересующую информацию, ответить на все вопросы. Выражаю надежду на нашу совместную конструктивную работу. Благодарю. Спасибо, Татьяна Михайловна. Присаживайтесь. Уважаемые коллеги, согласно указу президента Республики Казахстан, Счетный комитет на проект закона о республиканском бюджете
должен был предоставить свое заключение по предварительной его оценке. Счетный комитет сообщил, что предоставит заключение только к 15 сентября. Ну, мы отдельно на заседании рабочей группы рассмотрим. Но сегодня мы заслушаем тогда доклад члена счетного комитета о проведенной работе по его оценке. Слово для доклада предоставляется члену счетного комитета Энгель Юлии Федоровне. Пожалуйста, вам слово, Юлия Федоровна. Уважаемый Марат Абсиметович, уважаемые депутаты, оценка проекта республиканского бюджета осуществляется по основным направлениям расходов уже 6-й год подряд, с тем, чтобы ответить на самые важные вопросы. Насколько соблюден баланс между бюджетным и стратегическим планированием, насколько гарантировано исполнение поручений руководства страны, преемственность и последовательность мер господдержки, каковы прогнозируемые эффекты планируемых к реализации проектов. И для справедливости нужно отметить, что качество планирования бюджета улучшается, исключено планирование пулом и бессистемное распыление средств нацфонда. Максимально уходим от внешнего заимствования и снижаем тем самым финансовые и валютные риски. Значительно расширена аналитическая часть к проекту бюджета. Это очень хорошо, потому что наглядно для всех понимание, что есть понимание у правительства в реализации тех или иных направлений. Прослеживаются четкие приоритеты в заявляемых к финансированию расходов. То есть это вызывало в прошлые годы значительную критику со стороны высшего органа государственного аудита. И в текущем году с участием Министерства национальной экономики и Министерства финансов все эти вопросы фактически сняты. Проект бюджета на 23-25 годы достаточно человекоцентричен, я не буду на этом останавливаться, уже было детально доложено. Бюджет развития на 23 год снижен до 8% к объему бюджета, к 2022 году почти на 40%. Но теперь мы начинаем планировать не от головы, а от реальной потребности и возможностей. Оценено 11 направлений, по которым сделаны следующие выводы. На 90% бюджет ориентирован на достижение показателей результатов документов системы госпланирования и исполнения посланий и поручений главы государства. На 99% отмечено наличие необходимой нормативной и методологической базы, позволяющей обеспечить законность и достаточность определения объемов средств для реализации проектов и достижения результатов. Мы отметили единичные случаи, отдельные риски удорожания бюджетных инвестиционных проектов. Только по развитию системы газоснабжения 23% таких проектов будет заявлено к удорожанию по нашим оценкам. Установлено очередное затягивание сроков реализации проектов по водообеспечению, даже тогда, когда бюджетные средства выделяются в полном объеме. Есть единичные случаи при планировании БИПов без или с учетом устаревших проектных решений, то есть с отсутствием актуальной проектно-сметной документации. Это имеет место при реализации поручения главы государства по обеспечению питьевой водой в сельских населенных пунктах. Теперь о том, что предстоит сделать по проекту бюджета, чтобы повысить его эффективность. Первое. Трансферты из нацфонда должны быть направлены исключительно на развитие критической инфраструктуры и проекты общестранового значения. Это поручение глава государства дал на открытие очередной сессии парламента. Однако в бюджете есть как минимум 12 проектов регионального уровня по строительству внутрипоселковых и внутриквартальных сетей газопроводов для населенных пунктов с численностью от 1000 до 3000 человек. Они, безусловно, важны, мы это понимаем, но для них целесообразно использовать потенциал соответствующего бюджета, как предписано действующим бюджетным законодательством. Второе. Мы видим риски очередного срыва исполнения отдельных поручений главы государства. Я об этом уже останавливалась. Это по обеспечению к 2025 году полного охвата населения чистой питьевой водой, что существенно не только для улучшения качества жизни населения, но и имеет отложенный негативный эффект для здоровья населения, экологии и сельского хозяйства. Третье. Мы отметили о важности обеспечения преемственности решений, гарантирующих полное финансирование уже начатых или ранее одобренных к реализации проектов. Нужно стремиться завершить ранее начатые проекты, а потом приступать к новым. Однако на 2023 год только по линии развития газотранспортной инфраструктуры не поддержаны расходы на продолжение 5 проектов. Аналогично по направлению развития дорог республиканского значения, где 19 новых проектов из 40, включая
включенных в национальный проект «Сильные регионы. Драйверы развития страны» со сроком завершения до 2025 года в предстоящем плановом периоде не обеспечены соответствующим финансированием. Четвертое. Отмечена нерасторопность регионов в решении системных территориальных проблем. Мы далеки от мысли, что МИО не владеет ситуацией. Но почему-то они не настаивают на этих проектах и не защищают их должным образом в Министерстве финансов и в отраслевых министерствах. Хотя республика ставит такие задачи в масштабах страны по улучшению качества ИКИ, сокращению износа и нормативных потерь. В качестве примера, самая высокая утечка, неучтенные расходы в 2021 году, достигающие трети от поданной воды в сеть, приходятся на город Алматы. И несмотря на это, в проекте по городу Алматы планируется к реализации всего 4 проекта, из которых нет ни одного направленного на реконструкцию действующей системы водопровода. В Восточно-Казахстанской области, в старых границах области, один из высоких показателей изношенности водопроводной сети – это 39%. Темпы их замены очень низкие. Однако в проекте бюджета только один проект заявлен на реконструкцию и модернизацию сети. Такими темпами региону потребуется более 20 лет для того, чтобы решить потребности, существующие сейчас. Возможно, соответствующее финансирование будет предусмотрено за счет местных бюджетов, но, к сожалению, мы сейчас этого не видим. Пятое. Все-таки хочется быть уверенным в стратегическом видении уполномоченных органов в решении отраслевых задач, хотя бы на среднесрочный период. Сейчас же горизонт планирования ограничен всего 1 годом. По оценке высшего органа государственного аудита на предстоящий плановый период из предусмотренных на 2023 год запланированных свыше 400 миллиардов тенге расходов на 2024-2025 год по этим направлениям плановые показатели по финансированию вообще отсутствуют. В целом, соответствующие предложения по итогам предварительной оценки сформированы, в ближайшее время будут внесены в Мажилис. Детально по каждому направлению расходов мы готовы остановиться в рамках заседания рабочей группы. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Спасибо, Юлия Федоровна. Садитесь. У меня только одна просьба к счетному комитету. Не нарушать установленные сроки внесения документов, в частности, предварительной оценки. Вы должны были внести его одновременно с проектом республиканского бюджета. Құрметті әріптестер, енді сұрақ-жауаптарға көшейік. Бірінші сөз депутат Сапарова Алия Сүйіндіховна беріледі. Рахмет, құрметті Марат Абсеметұлы. Заң жобасына қатысты үкіметтің заң жобасына қатысты бірқатар сұрақтарым бар, соның жауабын естісем деймін. Вот на странице 10 пояснительной записки сказано, что прогноз по налогу на игорный бизнес на 2023 год определен в сумме 12,5 миллиардов тенге с увеличением на 900 тысяч за счет прогноза уровня инфляции и с уменьшением на 16 миллиардов тенге за счет разового поступления по итогам налоговых проверок. Вот в связи с этим у меня вопросы. Вот что значит уменьшение налога на 16 миллиардов тенге после налоговых проверок? Значит ли, что бюджет недополучит поступление на 16 миллиардов тенге? И третье. Часто ли после налоговых проверок уменьшается налоговые поступления, вот как в данном случае? И, кстати, не планирует ли правительство повысить налог на игорный бизнес? Вот считаю, что данный вопрос должен быть тщательно изучен, так как сегодня это сверхприбыльный бизнес, считаю, что сегодня это сверхприбыльный бизнес, который паразитирует на людских слабостях, зарабатывает на этом огромные средства и, возможно, в обход государства. Это мое личное мнение. Попросила бы ответить на вопрос. Спасибо. Спасибо, Алия Сүйіндіховна. Пожалуйста, Азамат Кемингерович, Министерство национальной экономики. Алия Сүйіндіховна, в целом у нас по сравнению, если брать 2023 год, по сравнению с 2022 годом, доходы увеличены на 3 триллиона тенге. Есть за счет увеличения, в том числе за счет снижения поступлений. То есть мы, поскольку сравниваем с текущим годом, с 2022 годом, у нас в 2022 году поступило по актам проверок действительно 16 миллиардов, то есть эти были судебные процессы. И в рамках судебных процессов эти суммы поступили. Соответственно, поскольку это разовый платеж при прогнозировании 2023 года, естественно, мы его не учитываем. И когда сравниваем с 2022 годом, эта сумма мы его как минусуем. Поэтому в 2023-2024 году мы вот эти разовые платежи убираем, и действительно их не будет у нас.
Помимо этого, значит, в целом, если брать по доходам, у нас увеличение на 3 триллиона 252 и уменьшение на 233 миллиарда тенге. Здесь не только за счет разовых поступлений по налоговым проверкам было, а также было по снижению поступлений реализации материальных ценностей, фактически поступления административных штрафов, изменения ставки ЭТП, поскольку у нас мы, если считали по $90, то бюджет 2023 года по 85. То есть вот такие критерии по, значит, в связи с основания для уменьшения, значит, поступлений доходов 2023 года. В части увеличения ставки, как вы знаете, глава государства поручил написать в 2023 году новый налоговый кодекс. В рамках этой работы давайте мы этот вопрос рассмотрим. Спасибо. Спасибо. Следующее слово для вопроса предоставляется депутату РАУ Альберт Павловичу. Альберт, пожалуйста. Марат Абсаметович, у меня несколько вопросов. Первое. Азамат Кенгерович сказал, что 1 триллион из гарантированного трансферта с нацфонда пойдет на антикризисные мероприятия. Еще раз хотел бы уточнить. Этот 1 триллион в составе 2,2, и тогда какой принцип был, когда определяли эти самые антикризисные? Это первое. Второе. Минфину вопрос. Сколько из расходной части мы потратим на обслуживание нашего госдолга? Это первый вопрос. И второй подвопрос. Тут летом, по-моему, опять 300 миллионов заняли у Всемирного банка. Дайте, пожалуйста, справку, на что заняли. Третий вопрос. Из посланий, вот Татьяна Михайловна сказала об отдельных моментах, тем не менее, в презентации минимальная зарплата стоит 60 тысяч, президент сказал 70. Пересчитывать будете, в каком объеме, когда? И особенно то, что касается зарплаты сотрудников детских дошкольных учреждений. Четвертое. Вода. Значит, проводили мы парламентские слушания, проводили мы правчасы, посчитали все, как выполнить поручение президента и наши обязательства партии «Аманат» перед населением к 2025 году, снять вопрос водоснабжения, который мы десятилетиями никак не добьем. И по нашему простому счету, и в рекомендациях парламентских слушаний это было четко обозначено, что на строительство новых, реконструкцию действующих на селе, еще раз повторяю, чтобы не на 2025 год оставлять все эти, значит, накопившиеся проблемы, надо 100 миллионов тратить, при этом выделяется 65 миллиардов, 100 миллиардов надо тратить по нашим расчетам, и мы села считаем, конкретные села. Так вот, 100 миллиардов и надо 120 сел в год вводить, чтобы к 2025 году снять. Значит, в этом году Минфин поддержал 65 миллиардов, порядка больше там 10, ну под 15 миллиардов не поддержано. Обращаю внимание, это 47 сел. То есть ПСД есть. Мы даже на задел, Татьяна Михайловна, по 20, по 30, по 40, по 50 миллионов не можем дать на 23, чтобы населению показать, что начала проблема решаться. Завершением в 2024 году, может даже в 2025 году. Вот, поэтому вопрос, почему не выполняется поручение президента и наши обязательства перед населением. И последний вопрос, он традиционный, Министерство обороны. 3 или 4 года вы мне обещаете, ну письменно имеется в виду, когда бюджет принимаем, что вы из стоимости пайка военнослужащего не будете платить тем организациям, которые по аутсорсингу кормят военнослужащих. Объясняю и прошу, значит, коллег с Комитета обороны это рассмотреть отдельно, когда бюджет будете рассматривать. То есть есть норма солдатского пайка. Калорийность потом переводится в цены. Добились кое-как повышения, хотя опять за это время цены скакнули минимум в 1,5 раза. Так вот, со стоимости пайка еще высчитывается на обслуживание той организации, которая питает. Министерство обороны, Минфин, есть письменное у меня, где они сказали, мы будем разыгрывать услугу, а не стоимость пайка. Стоимость пайка – это закон. Вы решили эту проблему? Министерство обороны вопрос. Рахмет. Спасибо, Альберт Павлович. Тогда, наверное, начнет Азамат Кемингерович, потом Татьяна Михайловна и Бауыржан Кадырович завершит. Да? Да, коллеги, у меня к нашим коллегам-депутатам просьба. Мы договорились 2-3 минуты на вопрос. Просьба придерживаться. У меня же 5 вопросов. Спасибо. У меня же 5 вопросов. Ну да. 10 минут. Нет, я...
Целевой Максим Игоревич, трансфер, пожалуйста. да, Альбин Павлович, целевой трансфер в 1 триллион – это плюс к 2,2 триллиона гарантированного трансфера. То есть у Там нас не видно из презентации, что есть гарантированный трансфер, он 2,2 триллиона, он полностью идет у нас на пенсии. И 1 триллион как раз согласно бюджетному кодексу, это вот на антикризисные программы, на социально значимые проекты, на инфраструктурные проекты. Вот из этого 1 триллиона тенге 500 миллиардов это как раз на комфортные школы, на новый нацпроект, пилотный нацпроект «Комфортная школа». И остальные, значит, 3 блока, да, в этом. Второй блок – это выплата компенсации по депозитам физических лиц, значит, через фонд проблемных кредитов. И 3-й блок – это как раз полностью вся инфраструктура. Это и полностью все, значит, социальная инженерная инфраструктура на окраин городов, на малые города, сельские территории и развитие газотранспортной системы. Вот это 3 основных направления по целевому трансферу. Значит, все-таки плюсом. То есть Плюсом, мы да. опять трансферт увеличиваем, гарантированно. Нет, это целевой. Гарантированный 2,2. У нас в этом году... Все равно из фонда. Все равно из фонда изымаем. Ну что вы это? Игра слов. Извините. Татьяна. Так, Татьяна Михайловна, продолжайте. Что касается обслуживания долга, на 2023 год расходы заложены в размере 1 759 миллиардов тенге. Рост, конечно, значительный, но здесь 2 основных фактора роста. Во-первых, курс изменился. Во-вторых, удорожание стоимости заимствования связано с установленной ставкой Нацбанка. Это основные факторы. По 300 миллионов привлеченных у Всемирного банка на финансирование дефицита бюджета в текущем году направлены. Подайте, ладно? Хорошо. То, что касается минимальной заработной платы. Проект закона составлен, исходя из минимальной зарплаты 60 тысяч тенге. Президентом озвучено доведение до 70. По республиканскому бюджету увеличение значительного затрат не планируется. Объясню почему. Те меры, которые были у нас приняты по повышению заработной платы гражданских служащих, мы это делаем по 20% ежегодно до 2025 года. Это будет продолжаться рост. И уже в текущем году минимальный оклад гражданских служащих составляет 60 295 тенге, а в 2023 году с учетом роста 71 080 тенге. То есть даже выше, чем установлено сейчас новый размер минимальной заработной платы. То есть это на расходы не повлияет, повлияет незначительно на уменьшение поступлений в местных бюджетах. Ну, а эффект основной, конечно, это больше в негосударственном секторе будет. А детсады, то, что президент отдельно сказал. По усилению роли и повышению заработной платы воспитателей сейчас расчеты проводятся. Ну, вы внесете? Принесете вы еще? Ну, законодательная основа должна быть. Да, Да, ну, как будет? да, здесь в любом случае это все те поручения, которые президентом озвучены, послания, мероприятия, часть из них может найти отражение в ходе нашего с вами обсуждения проекта бюджета, а какая-то часть с учетом, да, чтобы качественно было проработано, это будет уже, наверное, к уточнению бюджета. Все, спасибо. Вода. Бауыржан Кадырович еще. Ну, в целом, то, что касается воды, я просила бы нашего администратора по этому вопросу осветить именно по сельскому водоснабжению. Ну, в принципе, те объемы, которые предусмотрены были миру, максимально в этих пределах они постарались уложиться по всем ключевым направлениям. Конечно, до объема 100 миллиардов мы не дошли, но есть еще важные направления и по Министерству экологии, групповые водопроводы, которые, ну, в любом случае они влияют на водообеспеченность регионов, людей. Поэтому в целом, если все расходы на воду складывать, это порядка 160, по-моему, миллиардов у нас. Спасибо.
Туртай Болжан Петрович. Спасибо, Альберт Павлович, за вопрос. Спасибо за поддержку по данному вопросу. В целом, стоимость пайка на следующий год увеличена на 31%. А то, что мы обещали, мы методику эту разработали, показали статистики, согласовали, то есть выделили накладные расходы отдельно, а стоимость продуктов питания отдельно, внесли это все в Министерство финансов и уже на РБК одобрили цифру 2250 тенге стоимость пайка будет на следующий год. С Нового года оно пойдет? Так точно. Все, принимается. Рахмет. Через сөз депутат Турганов Дюсимбай Нурбаевичқа беріледі. Так, у меня пару вопросов. Первый Минфину по расходам на Министерство по чрезвычайным ситуациям. Да, вот почему вот запланировали снижение такое вот с 200 миллиардов до 120 за 3 года? Почти в 2 раза. И это при том, что даже судя по последним событиям, которые в Костанайской области произошли, в каком плачевном состоянии материально-техническая база этого министерства находится. Это в связи с чем связано? И второй вопрос – это Министерство нацэкономики по бюджетным изъятиям. Вот здесь вот в процентном выражении тут вот снижение идет, да, с 30% до 20%, а вот в натуральном, то есть в денежном выражении, вот здесь вот бюджетные изъятия, наоборот, с 438 миллиардов тенге до 522 миллиардов тенге возрастает. Это почти рост на 20%. Тут игра цифр или как-то непонятно. Спасибо. Пожалуйста, Татьяна Михайловна. По расходам Министерства по чрезвычайным ситуациям. 120, это речь идет про 2025 год. В 2023 году МЧС предусмотрено 200 миллиардов 908 миллионов тенге. В текущем году, для сравнения, это 206 миллиардов. В текущем году мы полностью весь силовой блок при уточнении бюджета, вы помните, больше чем на 400 миллиардов тенге увеличивали. И если сейчас смотреть на весь силовой блок в 2023 году, снижения расходов нет. То есть мы постарались сохранить и даже несколько увеличили расходы в целом по силовому блоку. Но по снижению в 2024-2025 годах оно в основном по материально-техническому оснащению авиационной техники. Это с учетом тех возможностей ограничений, которые у нас были. Но второй и третий год бюджета мы в принципе ежегодно пересматриваем с учетом изменений, усиления в доходной части бюджета. Поэтому нельзя сказать, что этих расходов не будет. Мы их будем продолжать. Ну, не в 2 раза же сокращать, так? Нельзя здесь нельзя говорить про сокращение расходов. Я просила бы больше ориентироваться на показатели 2023 года. В 2025 году расходы на матехоснащение, авиационную технику, спасательную технику будут предусмотрены при разработке проекта бюджета на соответствующие годы. Хорошо. Да, значит, у нас это связано с вообще в целом рост объемов доходов местных бюджетов, то есть по донорам рост доходов растет, то есть если, допустим, в 2020 году 382 миллиарда от Аравска, то уже 581 в 2023 году мы планируем. А Алмата, если 600 миллиардов собирала, то теперь уже почти триллион 200 миллиардов собирает. То есть объем доходов растут, знаменатель, понятно, выше становится, больше, соответственно, объем изъятия уменьшается, но в номинале, значит, изъятия растут. Вот это просто, как вы говорите, игра цифр за счет роста объемов доходов. Их сопоставляться делать, да? Рахмет. Через сөз депутат Испаева Дания Мадиевна беріледі. Спасибо большое, Марат Семенович. У меня вопрос по неналоговому поступлению. Это, наверное, традиционный вопрос, который я задаю, и уже, наверное, мозоль на языке. Но вот смотрите, по неналоговому поступлению прогноз на 2023 год определен в сумме 351 миллиардов с уменьшением против оценки 2022 года на 51 миллиард. И вот если посмотреть график, тот, который приложен на приложение, да, то мы наблюдаем, что с 2022 года до 2025 года неналоговые поступления наши
упадут аж до 300 миллионов, то есть почти на 100 миллиардов. Причем мы должны понимать, что основную долю неналоговых поступлений составляет дивиденды на государственный пакет акций, который составляет 60%. Последние 2 года мы обсуждаем вопрос, что сегодня наши нацкомпании, Самрук Казна, Байтерек, что дивиденды, которые они должны были отчислять в прошедшие годы и в будущем, мы должны были увеличивать. Если у нас в 2022 году, в 2020 году или там, в 2021 году 16% всего от чистой прибыли пошло на неналоговое поступление, получается, мы в дальнейшем практику вот этого снижения поступлений от дивидендов наших нацкомпаний, того же Самрук Казна, уменьшаем. Объясните эту ситуацию. Ведь я думаю, эти 2 года нам подряд правительство обещало, что да, мы пересмотрим дивидендную политику, да, мы будем соблюдать те нормы, которые были предусмотрены, 50%, 75%. Но картина, которую сегодня мы видим в планировании, совершенно говорит о другом. Объясните, пожалуйста, неужели вот трансформация Самрук Казна, о которой мы говорили, вообще ситуация по дивидендной политике в школе не должна была поменяться, а у нас опять совсем другая ситуация. А ведь это очень большие резервы. Это первый вопрос. И у меня просьба, пожалуйста, дайте расшифровку в разрезе всех наших государственных компаний и дивиденды, тех компаний, которые предусмотрены дивиденды, какой факт по 2021 году, что вы ожидаете по 2022 и почему планируем в 2023 году запланировано со снижением. Это первый вопрос. И второй вопрос. И также предусмотрены по этой же статье поступления по вознаграждениям по кредитам, выданным из государственного бюджета. Причем на 2023 год, я так поняла, это кредиты, которые были выданы из республиканского бюджета. Когда выдаются кредиты, я думаю, расчеты очень твердые, там уже ожидаемый прогноз поступлений по вознаграждению можно очень легко рассчитать, потому что есть график погашения. И вот смотрите, у нас получается, на 2023 год планируется 2,8 миллиардов, и почему-то вдруг в 2024 году сумма уменьшается до 837, а в 2025 году до 711 миллионов. Я не думаю, что идет такое резкое погашение кредитов, чтобы в 3 раза могло уменьшиться сумма вознаграждения. Если это так, дайте тоже, пожалуйста, расшифровку. Какие суммы погашения и действительно ли сумма погашения повлияла на снижение доходов по вознаграждению по кредитам. И возвращаясь к вопросу по Министерству чрезвычайной ситуации. Вы знаете, что вчера журналисты атаковали депутатов вопросами, что министр по чрезвычайным ситуациям сказал, что тот бюджет, который просили на расширение материальной базы для предотвращения чрезвычайной ситуации, парламент не утверждал. Что в связи с этим у нас такая ситуация, что необеспеченность и вот такую, которая, как трагедия случилась в Кустанае, мы наблюдаем. Я попыталась объяснить журналистам, что парламент, по крайней мере, последние 3 года я сижу в Комитете по финансовому бюджету, мы ни один раз не отклоняли заявку Министерства по чрезвычайной ситуации. Значит, эта ситуация получается на уровне правительства. Поэтому я сегодня прошу, чтобы мы поставили точку, чтобы не говорили, что парламент именно снижает. Скажите, пожалуйста, представитель Министерства по чрезвычайной ситуации, действительно, какая заявка у вас была на 2021 год? На 22-й, какую заявку вы давали Министерству финансов на 23-й год и в каком объеме вы утвердили? Потому что на моей памяти именно на стенах парламента мы не уменьшали эти расходы. Спасибо. Мы всегда просили увеличения. Спасибо, Дания Мативна. Так, наверное, начнет Азамат Кемингерович Амрин, да, по дивидендной политике. По дивидендной Пожалуйста. политике. Значит, в целом по неналоговым платежам у нас традиционно прогнозируемый период всегда меньше по неналоговым платежам за счет того, что мы не планируем штрафы. То есть в факте они 2021-2022 года, они уже сидят у нас, мы уточнялись в этом году, сумма есть, в прогнозе штрафов не сидит. Если брать внутри структуры, вот по дивидендам, в том числе Самрук Казна, по факту всего по дивидендам у нас в 2021 году 115,4 миллиарда поступило, из них дивидендов по Самрук Казна 88,3 миллиарда. В 2022 году мы планируем больше. Минутку и сразу процентное соотношение к их доходам, к их прибыли. Там, по-моему, вот как вы говорили, 16%. В 2022 году 207,7 миллиардов – это в целом дивиденды, из них 170 миллиардов в 2022 году мы планируем от Самрук Казна. В процентном соотношении сколько процентов?
сейчас не скажу, врать не буду, давайте письменно дам эту цифру. И в 2023 году мы запланировали на уровне 2022 года от Самрукказна тоже 175 миллиардов тенге, а в целом поступление от дивидендов 212 миллиардов тенге. Расшифровку конкретно по каждому предприятию давайте мы дадим. Но вот по Самруку мы, значит, на 23 год, аналогичный, вот по аналогии этого года, уровень 2022 года поставили в прогноз 23 года. Алан Кемигерович, объясните причину, почему мы все-таки оставляем на уровне 2022 года? Ведь у нас же политика должна была поменяться в отношении этих компаний. Почему мы идем на поводу у Самрукказна? Объясните, пожалуйста. Во-первых, нужно... Тогда дайте мне разъяснение. Вот хорошо. Тогда дайте разъяснение, почему мы оставляем, значит, сумму объема чистого дохода, который ожидается, почему мы оставляем 170 и разницу, куда они направят. Спасибо. У нас в целом, значит, сам по себе Самрукказна это же инвестиционный фонд, и поскольку это инвестиционный фонд, все оставшиеся деньги остаются на реализацию инвестпроектов. Конкретные инвестпроекты, перечень инвестпроектов, которые они будут финансировать за счет чистого дохода, мы вам предоставим. И вот вторая часть, там по кредитам тоже данные были от Министерства финансов, у нас конкретно по спискам, от конкретного каждого кредитного договора, давайте мы вам дадим. Письменно дайте подробную информацию и по дивидендной политике, и по планированию дивидендов Самрукказной, какая у них инвестпрограмма, еще какие другие направления расходов, чтобы мы понимали. Да, и куда будут инвестировать чистый доход. Хорошо. Татьяна Михайловна, пожалуйста, по МЧС. Я, наверное, сначала в целом скажу. При рассмотрении проекта бюджета, во-первых, у нас есть требования бюджетного кодекса. То, что бюджетные заявки выше доведенного лимита вносить не имеют права администраторы. Но понимая, что у нас ежегодно проходит корректировка в июле, в августе, корректировка макроэкономического прогноза, актуализируются все данные по поступлениям доходов, мы все равно самые ключевые проблемные вопросы, которые превышают бюджетные заявки у администраторов, всегда собираем и анализируем. И в этом году мы делали, в принципе, точно так же. Но, несмотря на это, пожелание, так скажем, даже не то чтобы пожелание, а вот необходимость в финансовых ресурсах в целом по всем администраторам превышала наши возможности больше, чем на 7 триллионов тенге. Но этих 7 триллионов тенге, их негде взять. Поэтому у нас уже сколько лет, уже достаточно давно норма в бюджетном кодексе четко закреплена. Администратор определяет приоритеты в пределах своих доведенных лимитов для того, чтобы обеспечить полное выполнение всех возложенных функций. Поэтому все, что было возможно, все дополнительные ресурсы были направлены, и в том числе сверх лимита были предусмотрены средства и для Министерства по чрезвычайным ситуациям. Поэтому сказать, что они там сверхзаявки заявили или заявили столько-то, им не поддержали, это не так, поскольку они заявили в рамках лимитов, но отдельно еще мы доводили отдельно дополнительный объем средств, который был поддержан уже сверх доведенных лимитов для министерства. И это, в принципе, практически всех госорганов касается, потому что у всех есть серьезные насущные проблемы, связанные с людьми, которые нужно решать. Хотела услышать мы МЧС. Так, МЧС у нас присутствует руководитель аппарата ТИЕС Ардак Сиязбекович, да? Минусундам, спасибо за вопрос. Я полностью подтверждаю, поскольку министерство представляет блок правительства, соответственно, все, что спускается нам лимитами, мы отрабатываем максимально в зависимости от приоритетов. Понятно, что заявки при формировании бюджета у нас гораздо больше ожидания, потому что мы основываемся на нормы положенности, на статистические данные, где у нас в регионах есть отсутствие или недостаточно противопожарной инфраструктуры. Но, опять же, если подтвердить, мы через уточнение частично получаем, и в этом плане. Но всегда быть удовлетворенным текущими размерами бюджета, конечно, невозможно. Также коллеги-депутаты подтвердят, что мы постоянно тесно взаимодействуем и постоянно дополнительно что-то получаем.
Вы знаете, у меня был конкретный вопрос. Да, мы можем Можно вообще я всю добавлю? страну угробить, так? Если лимиты в эти бумаги какие-то будем упираться. Ситуацию смотрите, вот и все, делайте выводы. Сколько раз говорили? Марат Абсеметович, вот посмотрите, какой ответ Говорите. Министерства по чрезвычайной ситуации. Случилась трагедия. Я думала, что все-таки Министерство подведет итоги и скажет, что да, у нас по такому-то материальному снабжению не было дофинансирования, что нам необходимо дополнительно такое-то оборудование, и дополнительно какое-то оснащение. И сегодня на парламент они придут с готовым каким-то предложением. А что мы сейчас видим из ответа? Что просто общая фраза: да, лимиты были спущены, да, мы в пределах лимита пытаемся это сделать, но конкретики нет. Вот поэтому у нас и случается такая ситуация в Казахстане, когда даже на пленарном заседании вы не знаете, сколько вам не хватает оборудования, сколько вам это должно. Возможно, мы здесь как раз-таки на пленарном заседании на рассмотрение бюджета решим этот вопрос. А что же вы же не заинтересованы? Получается, мы больше заинтересованы, чем отраслевое министерство. Но вот этот ваш ответ, действительно, лучше бы вы не отвечали. Я прошу, прокомментирую. На самом деле у нас расчеты все есть в наличии. Все основывается на нормах положенности. Вы лучше знаете, что нормы положенности у нас ни по каким параметрам не соответствуют. Мы только в боевой одежде пожарного в этом году вышли свыше 90%. По всем другим параметрам у нас нету. 121 пожарное депо не хватает в стране. То есть все расчеты у нас есть. Все, хорошо. Коллеги, я предлагаю, когда мы на рабочей группе будем рассматривать расходы МЧС, более подробно и внимательно рассмотреть вот их бюджет, заявки и так далее. И так далее. Хорошо. Следующее слово предоставляется депутату Смаилову Ирлану Валерьевичу. Пожалуйста, Ирлан Валерьевич. Рахмет, Марат Абсеметович, буквально 2-3 вопроса таких. Вот конкретный вопрос, почему у нас расходы на социальную сферу, если взять образование и науку, в 2023 году более чем в 2 раза ниже, чем в 2022 году. То есть у нас 1% всего предусмотрен в 2023 году, тогда как в текущем году был 2,1%. Это образование и наука. Здравоохранение. На четверть практически у нас расходы меньше. Было 2,2% у нас в 2022 году к ВВП, теперь у нас 1,7% к ВВП. У нас, я не вижу динамики. У нас что, все выздоровели, все выучились, там наука развилась. Почему мы такие важнейшие сферы сейчас сокращаем в них финансирование? Это первый вопрос. Второй вопрос. У нас одна из ключевых проблем – это обеспеченность населения жильем, квартирами. Государство ряд мер предпринимало несколько лет назад, фактически последние 10-20 лет этим занималось. Но мы сейчас видим, что и в прошлом году, и в этом году у нас государство постепенно эту функцию себя снимает, и у нас наиболее незащищенные слои, которые не могут на сегодняшний день кредитоваться по ставке банка второго уровня, которым недоступны эти кредитные продукты, остаются без поддержки государства. Например, в прошлом году, вообще ранее у нас был закон о жилищных строительных сбережениях принят. Там государство гарантировало субсидирование ставки, потому что банк под 5% ипотеку дает тем гражданам, которые накапливают там деньги. Теперь на этот год мы видим, если на 2022 год там порядка 60 миллиардов тенге было предусмотрено на вознаграждение, а теперь мы видим, что на 2023 год и дальше в бюджете я посмотрел, мы не видим, что у нас планируются в бюджете деньги на субсидирование этой премии фактически. То есть у нас порядка больше четверти миллиона граждан получило квартиру, сейчас количество вкладчиков 2,5 миллиона. С таким трудом доверие завоевывали вообще к системе жилстройсбережений. И теперь мы людей оставим сейчас фактически без предупреждения, без премии. Каким образом тогда они будут получать жилье это и каким образом это доверие восстанавливать? Почему не заложены деньги на 23, 24, 25 годы? То есть речь идет фактически у нас 2,5 миллиона человек, это четверть взрослого экономически активного населения. И третий, мне кажется, очень важный вопрос. Мы об этом на комитете во время презентации говорили. У нас Минфин очень с большим оптимизмом показывает доходную часть бюджета. Тогда как по прошлому году 683,6 миллиардов, по 2021 году Минфин показал, что выросла доходная часть за счет улучшения администрирования налогового и таможенного.
Но счетный комитет в своем заключении в этом году дал, что по факту из 683 миллиардов 378 миллиардов фактически поступило. На комитете Татьяна Михайловна это объяснила разницей в статистике. Но извините меня, разница в статистике 1-2, может, процента, может 0,5%. Но она не может быть свыше 50% от суммы. Я прошу тогда этот вопрос также пояснить счетный комитет и еще раз пояснить этот вопрос Минфин. Пожалуйста. Спасибо. У меня просьба к коллегам снова, хотя желающих задать вопрос много, поэтому соблюдать регламент, просьба. И второе, мы вот Анатолий Васильевичем все, кто хочет задать вопрос, фиксируем, и по мере, кто раньше задал, мы уже включаем. Реки, можете выключить, все, в списке есть. Ага, списки есть. Айбек Минабекович тоже по очереди, вот все идем мы. Так, пожалуйста, Татьяна Михайловна. То, что касается снижения расходов социальной сферы, оно действительно, если смотреть расходы республиканского бюджета по конкретным администраторам, оно как будто есть. Но в своем докладе я сказала, что мы все целевые текущие трансферты, которые в этом году финансируются из республиканского бюджета, передали в базу местных бюджетов. По социальной сфере это 2,4 триллиона тенге в 2023 году. Если вы откроете презентационные материалы, которые мы раздали и в целом по социальному блоку, вы увидите, что, почему я говорила, что они все социальную направленность сохранили, эти деньги. В этих 2,4 триллиона вся зарплата, которая была, увеличение, то есть триллион тенге, если у Министерства образования в этом году целевыми трансфертами предусмотрены, в следующем году там уже свыше триллиона перешло в базу местных бюджетов. То есть расходы на образование как таковое они не уменьшились, а в целом на социальную сферу увеличились. Если сравнивать с текущим годом, увеличились на 1 779 миллиардов. Хорошо, спасибо. Есть комментарий дальше? Я прошу мне письменно вот это все разъяснить подробно, чтобы мы могли все-таки понять, где куда перекинули. Понятие, у нас в конечном счете концов не найдешь. Туда перекинули цифры, сюда перекинули цифры. Я прошу письменно дать подробно. Хорошо. Следующий был по вот, жилстройсбережениям и по премиям. То, что касается премий, наверное, представитель Министерства инфраструктурного развития ответит на вопрос. Но в целом то, что по обеспечению отдельной категории граждан жильем, у нас же новый механизм арендное жилье, где мы расходы как предусматривали, мы в принципе так и предусматриваем. В этом году это 40 миллиардов. И в следующие годы свыше 40 миллиардов ежегодно деньги у нас заложены. Мир. Так, Министерство инфраструктурного развития, руководитель аппарата Мукаев Ерболат Рахматович. Сизга сөз. Комитет строительства Азимбек Пазылбекұлы. Так. В целом... Сейчас, минутку. Как? Комитет? Азимбек Пазылбекұлы. Жақсы. В 2022 году всего начислены премии государства на 1,7 миллионов вкладчикам на сумму 66 миллиардов тенге. В этом году прогнозные расходы составляют более 70 миллиардов тенге по 1,9 миллионов вкладам. Всего с 2015 года по 2022 год начислено премию государства в сумме 245 миллиардов тенге. То есть ежегодно эти расходы растут. В целом мы сейчас от Пасобанка и Министерства финансов по этому механизму пересмотрим. В данном направлении сейчас работа ведется. Мы при уточнении бюджета, возможно, будем заявляться. Не, как вы будете при уточнении бюджета? Слушайте, у вас год был, вы же понимали. Вот мы об этом и говорим, счетный комитет, поэтому говорит, давайте тогда к однолетнему бюджету возвращаться. Зачем вам трехлетний, если вы его потом по 100 раз уточняете? И здесь же речь идет не о Отбасы-банке или о комитете, здесь речь идет конкретно о 2,5 миллионах вкладчиков, казахстанцев, которые надеются и поверили в систему и надеются получить жилье. То есть я считаю, это вообще нет ответа, вот в этом ответе нет ответа по сути.
Давайте мы этот вопрос с банками и Минфина отработаем, более подробно письменно дадим. Письменно, да, отработайте. И к рабочей группе я прошу и Отбасы банк привлечь, когда будем Давайте ваше не министерство. письменно. И письменно. Давайте не письменно. У нас будет рабочая группа, когда мы будем рассматривать расходы Министерства индустрии. Да, вот там мы более подробно с участием вице-министра данного министерства заслушаем этот вопрос, потому что вопрос важный. Хорошо. Через По доходам, ну давайте я скажу. Могу. Ирлан Валерьевич, Министерство финансов, могу пояснить. Слышно? Слышно, да. Уважаемый Ирлан Валерьевич, да, вы указали, что счетный комитет не засчитал эффективность как от налогового администрирования в сумме 378. Мы с этими результатами долго спорили. Мы и в рамках парламента этот вопрос поднимали. В целом у нас эти работы проведены. То есть при проверке счетного комитета указывалось, что это мультипликативный эффект. Допустим, выставление уведомлений, проведение бесед, оно не дает точно цифр, но в любом случае после проведенных действий есть протокола даже на уровне правительства. На лицевые счета налогоплательщиков поступали налоги. Это мы считаем за эффект от администрирования. После выставления камерального контроля поступали налоги. Это тоже мы считаем эффектом от налогового администрирования. Единственная сумма, которая у нас разнится, это 3,1 миллиард тенге. На сегодня мы на план следующего года заложили 812,6 миллиардов тенге. Они расписаны по конкретным мероприятиям, по снижению зеркальной статистики, по прослеживаемости товаров, по выставлению камерального контроля, по процедурам аудита. Эти мероприятия у нас и есть, и готовы это в рабочей группе показать и расписать. В целом, работа ведется, и на следующий год планы большие. Спасибо. Ответить. Действительно, мы этот вопрос много обсуждали в рамках исполнения бюджета. Счетный комитет остается при своем мнении. А мы говорим о том, что и Минфину мы доказали, что есть задвоение учета, то есть по одним и тем же налогоплательщикам. То, что говорит Минфин, приписывая к себе эффект роста экономики и уплату налогов сверх первоначально запланированных за счет администрирования, мы тоже с этим не согласны, потому что экономика растет, если бизнес развивается, соответственно, он больше налогов платит не потому, что с ним ведутся беседы, а потому, что он объективно растет. И есть отдельные моменты, связанные с порядка 200 миллиардов тенге, это которые мы говорим о том, деньги, которые должны были поступить от нефтяного обрабатывающего сектора именно по результатам работы, проведенной Министерством национальной экономики в предыдущих годах, где были действительно протоколом зарегламентированы эти деньги с крупных субъектов бизнеса взамен того, что не будут пересматриваться соответствующие преференции. И мы говорим о том, что эти деньги должны были браться при прогнозе в доход прогнозируемый, а не рассматриваться уже Министерством финансов как итог их административной работы. То есть тогда изначально Министерство национальной экономики с Минфином должны были порядка 200 миллиардов нарастить как доходную часть бюджета, тогда бы споров у Министерства финансов не было, и он бы к себе эти данные не приписывал. Мы говорим об этом. Все расшифровка у нас есть, готовы обсудить в рамках рабочей группы. Коллеги, спасибо. Я думаю, что будет правильно, если мы этот методологический в большей степени вопрос оставим. При разработке бюджетного кодекса, наверное, есть время будет для полемики, и здесь, наверное, позиции двух госорганов договориться. Наверное, не на презентации сейчас нужно эти вещи решать, хотя вопрос есть, он достаточно справедливый. Мы просто теряем сейчас время, позицию мы не определим. Поэтому давайте двинемся дальше. Спасибо. Через сөз депутат Паяев Айбек Минабекұлы. Сізге сөз, Айбек Минабекович. Саламатсыздар ма? Құрметті әріптестер, құрметті жиынға қатысушылар. Менде бірнеше сұрақ. Ол кіріске байланысты. Бізде кіріс төмен, бірақ шығатын шығыстарымыз өте көп. Қазақта жақсы мақал бар. Шығыс болмай, кіріс болмайды деп. Шығыс беруіндей беріп жатырмыз, бірақ та сапасыз. Әкімшіліктендірудің нәтижесінде кірістер жоқ. Менің сұрағым Биржанов Ержан Ерікұлына бірінші сұрақ.
Одан кейін есеп комитетіне сұрақ. Екі сұрақ. Ең бірінші мынау Ержан Ерікұлы. Бүгінгі күні кірістерді көбейту мәселесінде сіз айтып кеттіңіз бағана. 800 миллиардтан жоғары ақша таптық деп. Кеден саласы. Менде мынандай сұрақ. Кеше қаңтар оқиғасынан кейін біз мына Харгөстегі мәселенің бәрін реттеп, тазалап, ашықтықты қамтамасыз етеміз дедік. Қанша бүгін экономикалық операторлар жұмыс жасап жатыр кеден саласында, оның ішінде Харгөз, Қытай, Қазақстан шекарасында қаншама операторлардан бүгін бюджетке нақты ақша түсіп отыр. Оның есебін қашан бересіздер халықтың алдында? Ол бір. Ол деген триллионнан асу керек. Бірақ дегенмен біз әлі есепті білмейміз. Екінші мәселе, бізде убыточный компаниялар өте көп. Соның ішінде КТЖ да бар, басқа да бізде квази мемлекеттік секторда компаниялар бар. Убытықта компания салық төлемейді, сіз білесіз. Оны шешетін қандай жолдар бар? Тиісті тексеру жолды жүргізіп жатсыздар ма? Оның эффектісі қалай? Үшінші сұрақ, недоимка мәселесі бойынша. Недоимка жылдан жылға көбейеді, бірақ та оны түсіру тек қана бағана банкрот арқылы списание жасап отырамыз. Сонда бұл қалай бұл? Бөлінген ақшаның бәрін ұрлықпен жасалған қылмыстық бағанағы мемлекет сатып алудағы ақшалардың бәрін біз недоимка арқылы заңдастырғанымыз ба? Бұл жерде қандай жұмыстар бар? Нақты. Бізде бүгінгі үлкен экономикамыз мықты мемлекеттің біреуіміз, бірақ та әкімшіліктендер төмен. Осы мәселе. Екінші сұрақ есеп комитетіне. Өткенде Теңгебаев бізге баяндаған. Неге Өзбекстан мен Қазақстан арасында граница тексерілмейді? Сол кезде Теңгебаев айтқан болатын. Ол біздегі мынау общенациональный планға қосылмаған деп. Ал енді неге қоспадық оны сол жылдары? Егер қосылған болса, осы жыл біз қарадық па? Өзбекстан мен Қазақстан арасында өте үлкен товар айналым бар. Сол жерде көлеңкелі экономика өте көп. Бұны қалай реттеп жатырмыз? Қосымша резерв беруге жағдайдың бәрі бар, бірақ та ол жоқ. Ақша жоқ болса, біз қаяқтан біз шығысты көтеріп, халықтың жағдайын жақсартамыз. Пожалуйста. Жауап беру үшін Ержан Ерикович Біржанов, Министерство финансов. Бар ма? Онлайн. Да, осы. Давай. Айта кететін болсақ, бүгінгі таңда осы 8 айдың қорытындысы бойынша түсімдердің республикалық бюджетке түсімдер былтырғы жылмен санағанда 47%-ға асты. Жоспар 101%-ке орындалып тұр. Егер шекара жағдайы туралы айта кететін болсақ, бүгінгі таңда барлық операторлар бойынша тексеру жұмыстары жүргізілді. 107 миллиард теңге қосымша салық салынды. Оның 24 миллиарды бүгін таңда бюджетке түсті. Қалған айырмашылықты қазір таңда құқық органдарымен біз оның қайта өңдеп алумен жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Екіншіден, айта кететін жағдай, бұл қандай қорытынды көріп отырмыз. Бүгінгі таңда анау зеркальный статистика дейміз ғой, сол Қытай мен мемлекеттің екі ортадағы айырмашылығы 28%-ға дейін төмендеді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 48% болатын, 2 есеге дейін төмендеп отыр, анықталып жатыр. Және де тағы да қоса кететін болсақ, үшінші сұрақ бұл төленбеген қалған салықтың мөлшері туралы әңгіме қозғалды. Айта кететін болсақ, бүгінгі таңда бірінші қыркүйекке 207 миллиард теңге салық төленбеген сома бар. Жылдың басында бұл сома 450 миллиард болатын. Сондықтан 443 миллиард осы 8 айдың ішінде өңделіп алды. Қалған шараларды қолданып, енді бұның сомасын азайтамыз деп ойлаймыз. Жалпы қазіргі таңда кешенді жоспарлар қабылданып, көбіне мынау цифровизация дейміз ғой, сол арқылы мынау әкімшіліктендіру шаралары жүргізілетін болады. Енді шекарада да болсын, іштегі мынау салық төлеушілері де болсын, барлығы бойынша кешенді жұмыстар қолданылады. Рахмет. Рахмет, Ержан Ерікұлы. Ішке сәт өте жақсы жұмыс екен. Осылай бастай беріңіздер. Тек қана бағана операторлар бойынша маған хат жүзінде беріңізші, қағаз жүзінде. Нақты расшифровкасымен. Рахмет. Жақсы. Рахмет. Келесі сөз Қаратаев Фахриддин Абдинабиевичке. Жауап берсін. Құрметті әріптестер, бізге Айбек Мінайбекович, бізге 10 минут қалды да, әлі жазылған 4 депутат бар. Жауапты да, сұрақты да, жауапты қысқаша қойындаршы. Пожалуйста.
Спасибо, конечно, за вопрос, но он не входит в компетенцию счетного комитета. Счетный комитет не формирует значит, те мероприятия, которые включаются в общенациональный план и так далее. Это делает правительство. Вы проверяли таможенную границу Узбекистан-Казахстан? Тогда такой вопрос. Мы Китай границу проверяли, эффективность. А вот тогда мне Теңгебаев, Ардак Мырзабаевич отвечал, Узбекистан не проверяли, так как не было в общенациональном плане. Должен был включить. Вопрос, наверное, здесь немножко о другом. Не общенациональный план, а вопрос о том, что проверки счетного комитета, аудиты проводятся в соответствии с перечнем объектов госаудита. И, соответственно, это мероприятие не было включено. Ардак Мырзабаевич как раз курирует это направление. Я думаю, что если он пообещал, он включит следующую проверку налогового таможенного администрирования. Но это не общенациональный план, это перечень объектов госаудита. Я вам говорю то, что он говорит. Пусть письменно это ответит Теңгебаев. Благодарю. Фахриддин Абдинавиевич, сізге сөз. Рахмет. Қысқаша қойсаңыз сұрағыңызды. Қысқа нұсқа. Жақсы. Рахмет, Марат Абсаметович. Менің сұрағым өкіметтің өкіліне және экономика министрлік, қаржы министрлігіне арналады. Баршамызға белгілі, біз барлығымыз кеше жақында сайлаушылармен кездесіп, біраз мәселелерін айқындап, біраз мәселелер бойынша ойлармен келіп, қазіргі мына бюджет мәселесін талқылап қарап отырғанымызда, мен бір мәселені айтқым келіп отыр. Себебі бұйырды мәселенің мынау күн көрісі деңгей, прожиточный минимум бүгінгі таңда 37.389 теңгені құрап отыр биылғы жылға. А келесі жыл 2023 жыл 40.000 теңге, 2024 жыл 42.000, 25 жыл 43.000 теңгені құрап отыр. Бұл дегені, бұл мәселе бойынша экономика министрлігі, қаржы министрлігі, өкімет осы мәселеде қандай бағалармен есептеп отыр? Себебі бүгінгі таңда бағаларының өсіп кетуі барлығымызға аян белгілеп отыр. Сондықтан прожиточный минимумды бұл қандай немен неғылды? Осы мәселені маған түсіндіріп берсе. Себебі біз ертең сайлаушылармен кездесулерімізде осы мәселе үлкен дауға айналып отыр. Сондықтан бұл мәселені біз қатаң түрде қарауымыз керек. Күннен күнге баға өсіп баратыр, бағалар. Азық-түлік бағалары, мысалы қант бағасы дейік, басқа дейік, барлық мәселе өсіп жатыр. Сондықтан осы мәселені қалай есептейді екен? Жақсы, өте маңызды сұрақ. Азамат Кемеңгерұлы кім жауап береді? Да, Минтруд, может быть, скажет. Минтруд бар ма? Қазір Минтрудты қарайық. Марат Абсаметұлы, Бейсбеков Азамат, аппарат басшысы. Жақсы, сізге сөз. Бізде келе осы бағалардың өсіміне байланысты осы жылғы инфляция 16-17% шеңберінде болғандықтан келесі жылға да сәйкес өсім қарастырылған. Сәйкесінше прожиточный минимум инфляция көрсеткіштеріне сәйкес және бағалардың өсіміне сәйкес өзгеріп отырады. Егжей-тегжей есебін қағаз түрінде ұсынып береміз. Жазбаша түрде онда беріңіз бізге, бәрімізге, депутаттарға. Құп болады береміз. Жақсы, рахмет. Следующее слово Жулин Юрий Викторович, пожалуйста. Спасибо, Марат Алексеевич. У меня два вопроса, постараюсь быстро. Вот в апреле этого года мы рассматривали отчет об исполнении республиканского бюджета, и поднимался вопрос касательно ремонта дороги Караганда-Каролинск, это Карагандинская область, республиканское значение. И нас заверили, что ремонт запланирован и начнется в 2023 году. Но в бюджете на 2023 год средства ни на разработку ПСД, ни на начало строительства не предусмотрены. Поэтому вот вопрос, изменились планы или нет, будет ли начато хотя бы заложены деньги на ПСД в этом году. И почему, если изменились планы, то почему? И второй вопрос касается, в депутатском запросе в начале года мы с коллегами поднимали по инсультному центру открытию в городе Жезказган, тогда еще Карагандинской области. За подписью вице-премьера нам дан был ответ, что в 2023 году этот вопрос будет решен. Я сейчас не буду расписывать значимость, да, просто скажу, что все это время 500 километров инсультных больных возили в Караганду, а там же с таких болезней, вы знаете, важно время. Поэтому были и, к сожалению, летальные смертельные исходные случаи.
Вот сейчас область отделилась. По стандартам в каждой области должен быть инсультный центр 3-го уровня. В Жезказгане сейчас его нет. Вопрос в ангиографии. Стоимость порядка миллиарда тенге. Я задавал вопрос утром представителю министерства, не получил ответ. Будет ли в 2023 году этот вопрос решен, в бюджете не увидел. Мы договорились, что они сейчас посмотрят. Вот просьба. Юрий Викторович, вы обещали коротко, извините. Но можно получить, вопросы конкретные будем решать на рабочей группе, наверное. Ну, давайте, у нас тут есть Это вопрос конкретный. Председатель комитета автомобильных дорог Абдулин Тулеген Турсынович по автодороге. Ответите, да? Да. Спасибо за вопрос, Юрий Викторович. Что касается дороги Караганда-Аягус-Бугас, да, действительно, в текущем году были предусмотрены средства на проектно-сметную документацию. Эта работа началась, выплачены авансы и ведется проектно-изыскательские работы. Учитывая, что на сегодняшний день у нас готовой проектно-сметной документации нет, поэтому в бюджете 2023 года он не был предусмотрен. При этом в 2023 году были направлены средства, приоритетные проекты, то есть переходящие проекты, на завершение их в следующем, в 2023 году. Основное направление это в этом было. Министерство здравоохранения. Абдильдин Батырбек Султанович по здравоохранению. Мына жақтан Юрий Викторович, бүгін таңертең айтылғандай, бүгін сізге жауабын береміз. Қазіргі күні бізде келер жылға және осы 3 жылға Ұлытау облысы бойынша ақша бөлінген. Оның барлығын қазір сіздерге қағаз жүзінде бүгін кешке дейін жауабын беремін. Рахмет. Жақсы, кешке дейін береміз деп жатыр. Келесі сөз депутат Амреев Ғалым Мақпұтбайұлы. Сізге сөз. Рахмет, Марат Абсиметұлы, құрметті әріптестер. Біз мына бюджеттің шығыстарын көріп отырмыз. Кеше ғана елге барып қайттық қой біз. Халықтың көтеріп отқаны бағаның тұрақтануы. Баға шарықтап бара жатыр. Қазір одан артық маңызды мәселе жоқ. Мына бюджетте шығыстарында біз оны кеше президент өзінің жолдауында да тапсырған бұл мәселені. Мен енді экономикалық нақты секторының ішінде, осы бағыттың ішінде ма десем, бұл 3 есеге дейін азайып жатыр бұның бюджеті. Енді мына министрліктердің бюджетін қарайық, тиісті осы бағытқа тиісті жауап беретін министрліктер сауда және интеграция 83 миллиардтан 25 миллиардқа дейін түседі 25 жылға дейін. Сосын ауыл шаруашылық министрлігі 2 есеге дейін түседі. Сонда қандай қаржының есебінен біз бағаны тұрақтандырамыз? Түсініксіз. Осыған жауап берсінші. Біз бағаны тұрақтандырамыз дейміз, өкімет онымен айналысқан болады, бірақ нақты қаржысы жоқ болса, нені тұрақтандырамыз біз? Бұл жерде қаржы көріп тұрған жоқпын мен. Бұл төмендеп жатыр. Нақты экономиканың нақты секторына бөлінген қаржы 3 есеге дейін азайып жатыр. Онда ненің есебінен? Ауыл шаруашылық министріне ақша салынбаса, сауда интеграция бюджетінде ол болмаса, ондай шараларға қаржы. Сонда біз қалай тұрақтандырамыз бағаны? Сұрақ біреу. Рахмет. Татьяна Михайловна, по снижению расходов на реальный сектор экономики. Ну, ответ до этого был уже дан. Это те расходы, которые перешли в базу расходов местных бюджетов. Вопрос был про стабилизацию цен на продовольственные товары в первую очередь. Нету здесь никаких средств в бюджете. Да, здесь, наверное, то, что касается стабилизации цен, прямых расходов не предусмотрено. Но и в рамках расходов Министерства торговли и интеграции сейчас обсуждается создание новой информационной системы. Это будет с учетом пересмотра подходов по распределительной системе товаров. Поэтому сейчас оно в разработке, деньги будут предусмотрены уже после окончательной его проработки. А снижение расходов Министерства торговли и интеграции действительно в этом году 84 миллиарда, а в следующем году 24, это связано в большей степени то, что в этом году разовое мероприятие, почти 47 миллиардов у них было предусмотрено на кредитование Байтерек для финансирования проекта по производству ведущих мостов грузовой техники. Но это разовое было мероприятие, только из-за этого снижение расходов. Ну а в целом по
По стабилизации цен, наверное, представители Министерства торговли и интеграции тоже скажут, и Министерство сельского хозяйства. По сельскому хозяйству расходы снижены как раз-таки из-за того, что субсидии переданы в базу местных бюджетов, это целых 200 миллиардов тенге в 2023 году. Поэтому с учетом этих расходов снижения по сельскому хозяйству нет. Коллеги, у нас уже истекает время, отведенное на нашу презентацию. Последний вопрос депутат Милютин Александр Александрович. Спасибо, Пожалуйста. я очень коротко тогда, коллеги, спасибо. Мы все знаем, что в этом году были созданы 3 области новых. Они до сих пор получают финансирование с тех областей, с которых вышли. К сожалению, непонятная вообще ситуация сложилась. И на 2003-2005 годы они сделали заявки бюджетные. И я вот посмотрел по таблице, многие заявки были не приняты. И несмотря на то, что были и ПСД, и продолжение строительства, как вот представители Министерства финансов говорят, что если было продолжение, значит мы финансируем. Но, к сожалению, этого я не увидел. Поэтому просьба, я коротко, дайте нам, пожалуйста, расшифровку полностью по областям, что они давали, какие заявки, почему не поддержали. Ну, в таком формате, чтобы было ясно и понятно. Потому что им надо развиваться, там люди с надеждой большой, что вновь стали областной центр, и большая надежда на развитие этого региона. Без денег, без поддержки центра они не смогут, потому что у них ничего нет. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Тогда предоставите информацию, да? Может быть, очень коротко по 3 Хорошо. регионам скажу. Мы очень плотно с ними работали, но, к сожалению, действительно, готовности, это в большей степени связано было из-за организационных моментов. Готовности по ряду проектов не было. Они нам представили письма, мы обсуждали каждый проект, который, как по мнению акимов, должен быть реализован, но физической возможности, наличия документации практически по многим не было. Поэтому мы говорим, да, есть проблема, сейчас области займутся этим вплотную, либо при обсуждении бюджета в парламенте что-то дополнительное им предусмотрим, если будут документы, либо все остальное уже в ходе реализации бюджета в следующем году. Документы есть дополнительные, потому что не все передали те области, с которых они вышли, поэтому эта заминка и была. Но продолжение необходимо, люди знают, ни воды нет, ни дорог нет, надо вот в этом направлении отработать, потому что там очень много вопросов, и еще раз повторяю, что без поддержки центра области не смогут развиваться. Спасибо. Спасибо. Құрметті әріптестер, сұрақтар аяқталды. Мемлекеттік органдардың өкілдеріне таныстырылым үшін рахметімізді айтамыз. Осы сандар бойынша жұмыс тобы қалыптастырылды. Бірінші талқылау 13 қыркүйекте басталады. У нас рабочая группа сформирована. Первая рабочая группа состоится 13 сентября. Анатолий Васильевич будет его проводить. Пожалуйста, коллеги, если есть желание, на рабочих группах участвовать. Алдағы уақытта тиімді жұмыс атқарылатынына сенімдімін. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Сау болыңыздар.